Подготовка к призыву начинается заранее. Сначала уточняются списки призывников, исключаются те, кто имеет отсрочку или временно не подлежит службе. Мы выписываем повестки и передаем их в администрации населенных пунктов. Там есть специальные работники, которые занимаются оповещением граждан. У них заранее есть составленные списки, которые они, так скажем, зачищают от тех, кто не подлежит призыву. После получения повестки граждане проходят стандартную процедуру. Впереди у них две комиссии – медицинская и призывная. Здесь определяют, кто будет направлен для прохождения службы, а кто получит отсрочку. Отсрочки у нас предоставляются в основном по учебе. Если гражданин обучается по очной форме обучения, это один раз только предоставляется гражданину. Или же он семейное положение имеет, там двое или более детей. После прохождения всех процедур новобранцы направляются в различные воинские части. У многих из них есть возможность заранее обозначить предпочтения по городу службы и роду войск. Призывники отправляются в разные города. В основном это центральный военный округ, западный военный округ, московский военный округ, ленинградский, который вновь воссозданный. И разные виды рода войск. Вы знаете, у нас есть несколько родов видов войск, которые нам выделяются наряды. Это ВКС, воздушно-космические силы, сухопутные войска, железнодорожные войска, войска Национальной гвардии, морской флот у нас есть. В этом году призывники Джейравского района распределены в войска Национальной гвардии и железнодорожные войска. Также военный комиссар рассказал, что есть и те, кто уклоняется от прохождения военной службы. Однако такие случаи не остаются без внимания военкомата. По этим людям тоже проводится работа, направляются обращения в органы внутренних дел по розыску этих людей. В Джейравском районе призывная кампания проходит в соответствии с утвержденным графиком. Основная часть призывников уже отправлена. Приемная кампания еще продолжается. Мария Амбата, Хасан Евлоев, Магаз 24.